Дорогие друзья, скажем слава нашему Господу. Мы благодарны нашему Богу, что Господь воистину все устрояет. И вы знаете, были некоторые переживания даже по поводу дождя. Думаешь, Господи, до этого так дождя долго не было. И после этого показывают, что не будет дождя. А вот сегодня дождь всю ночь почти шел. И сейчас Господь нам дал очень благоприятное время, свой кондишн. Почему? Я думаю, все по той причине. Мы сегодня свидетельствовали о человеке, который воистину умер для греха. Вы знаете, трудно говорить, конечно, за такого человека. За сестру Марию, как я ее часто говорил, что это тетя Мария. Но вы знаете, смотря вот в гроб, ее нет здесь. Вы знаете, ее нет здесь. Она уже на небесах. Здесь осталось тело, которое ждет своего определения. Потому что Священное Писание говорит, кто верует во Христа, он переходит от смерти в жизнь. И она это, слава Господу, совершила. Поэтому мы сегодня очень много слышали свидетельств, и самое много, наверное, свидетельств о том, что она была молитвенницей. Я хочу сказать, даже не была. Молитвы, которые она совершала за родственников, за близких, за знакомых, они также, дорогие друзья, живые. Они еще действуют и будут продолжать действовать. Я хотел бы засвидетельствовать также такой момент, когда мы переезжали с Алматы вот сюда на Украину, и я помог перевести родителей, мать, отца Ярослава и Лену, и привез сюда на машине, помог сделать. Ну и она начала говорить со мной, беседовать со мной: Леня, а вот когда вы... Но у меня в плане так было, думаю, ну, наверное, годик-полтора еще там поживем, некоторые дела еще нужно было сделать. Она говорит: Леня, я, говорит, буду молиться, чтобы ты туда, говорит,
и обратно. Вы знаете, я не знаю, что со мной совершилось, когда я приехал в Алмату, у меня все перевернулось. И буквально через 3 недели, наверное, я уже был на Украине, хотя время было такое серьезное, уже школа должна была начинаться, нужно было контейнер заказать, там упаковаться и все. Вы знаете, Господь все устроил. Я просто сейчас вспоминаю это, я думаю, что у нее не просто молитвы были, они были властные молитвы. И она говорила это в таком спокойствии, смирении, что вы знаете, просто когда она говорила это чувствовалось внутренностью своей. Я хочу прочитать несколько мест Священного Писания, и мы будем молиться, чтобы Господь благословил это тело к предназначенному ему месту. Первое место я читаю Исаия, 57 глава, 2 стишка. «Праведник умирает, и никто не принимает это к сердцу, и мужи благочестивые восхищаются от земли, и никто не помыслит, что праведник восхищается от зла. Он отходит к миру», написано. Какому? К иному миру. «Ходящие прямым путем будут покоиться на ложах своих». Вы знаете, эти 2 стишка написаны за нее. Она воистину была, есть праведник. Почему? Потому что, вы знаете, вот на протяжении, я знаю ее и семью, 37 лет с того момента, как она осталась без мужа. Еще было 4, по-моему, если я не ошибаюсь, детей, которых нужно было привести или довести до Господа, или чтобы они имели определение, как говорится, семьи свои. Я думаю, это были у нее очень тяжелые времена. Но вы знаете, проживая вот там в Мелитополе, наблюдая за ней, я просто думаю, Господи, есть у нее вот, нервы какие-то или что-то такое. Вот фотография сегодня была, где она в улыбающей такой форме смотрит или смотрела на нас, на всех. Вы знаете, вот это состояние, я как зафотографировал с самого начала, как видел ее, и на протяжении всех дней своей жизни, наблюдая за ней, я видел ее такое лицо. У нее просто не было таких даже при молитве или при какой-то, как сегодня вот Вера засвидетельствовала, что бывали некоторые какие-то, вы знаете, выражения так бы плоти, что ли, чтобы как-то наказать детей, но физически это абсолютно не происходило и не выражалось это лицом ее. Это воистину праведник, который отошел к Господу. Ибо написано, что праведник умирает, и никто не принимает этого к сердцу, и мужи благочестивые восхищаются от земли, и никто не помыслит, что праведник восхищается от зла. Он отходит к миру, к иному миру. Ходящие прямым путем будут покоиться на ложах своих. Слава нашему Господу! Я читаю такое место Священного Писания, где также, вы знаете, вот когда Алеша сказал, что буду говорить вот в конце уже служений этих, вы знаете, думаю, Господи, ведь действительно, чтобы засвидетельствовать о сестре Марии, это надо вот от этого момента еще, наверное, прожить 92 года, чтобы засвидетельствовать все то, что она происходила и как она происходила. То вот я несколько мест выбрал, которые конкретно касаются ее. Это 3 глава к Филиппийцам, 4 стишка, говорятся такие слова. «Радуйтесь всегда в Господе». И еще говорю, радуйтесь. Кротость ваша да будет известна всем человекам, Господь близко. Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении, с благодарением открывайте свои желания пред Богом, и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. Здесь написано: кротость ваша да будет известна всем человекам. Вы знаете, как-то я интересовался, что такое кротость? Кротость — это смиренный, такой покорный человек, который угождает Господу. Вы знаете, когда мы читаем Священное Писание, чтобы молитва была услышана, есть какие-то условия. И я думаю, вот это условие сестра Мария, она прекрасно знала, что когда она умерла для греха,
она должна быть этой кроткой и смиренной. Для чего? Потому что дальше выражается молитвенное состояние, которое должно произвести достижение того, о чем она молится. Потому-то так и написано: кротость ваша в первую очередь да будет известно всем человекам, Господь близко. И дальше выражение молитвы. Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом, и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. Вы знаете, кроме того, что она была кроткая, смиренная, вы знаете, никогда не было выражения такого физического, что ли, на ней, что она с какими-то такими строгими глазами, или даже не знаю, как выразиться, потому что этого у нее не было. У нее абсолютно была полная кротость для того, чтобы помолиться за кого-то. Поэтому, вы знаете, она, кроме этого, она была очень чувствительна к людям, за которых она молилась. По всей вероятности, что-то ей Господь открывал за тех людей, за кого она молилась. Была такая ситуация в моей жизни, когда, будучи служителем, лет 10-12, наверное, произошло. Она как-то перед служением, вернее, подошла ко мне: Леня, мне надо с тобой поговорить. Я говорю: пожалуйста, давайте поговорим. Сейчас, она, да, сейчас. И еще время было до служения. Мы зашли в комнату, и она мне рассказала свою нужду. И она не просто рассказала свою нужду, а она говорит: Леня, я хочу иметь совет. Я так, знаете, сильно удивился, думаю, кто я против нее? Я говорю: тетя Мария, наверное, вы не совсем правильно обратились. Вам, наверное, надо найти более такого человека, служителя, который смог бы ответить на ваш вопрос. И вы знаете, она посмотрела на меня с такой любовью: а что ты скажешь? Вы знаете, я говорю: сестра Мария, я могу сказать только то, что я думаю об этом. И вы знаете, когда я сказал эти слова ей в ответ на ее просьбу, она говорит: Леня, пусть тебя Бог благословит. После этого я долго размышлял, думаю, почему она подошла ко мне с этой просьбой. Вы знаете, впоследствии вот этот разговор, он воздействовал на меня в процессе жизни, и он помог мне с некоторыми людьми, разговаривая, дать верный совет. Вы знаете, у нее была очень чувствительная такая проницательность на людей, за которых она молилась. Она не просто молилась, она способна была своими молитвами, даже на расстоянии, помочь этим людям. Слава нашему Господу! Я читаю еще такое место Священного Писания. Я думаю, мы сегодня очень много слышали и можем говорить, и говорить еще об этой сестре, которая является примером для каждого из нас. Я читаю такое место Священного Писания, 14 глава, которая говорит уже, наверное, не о ней, а говорит о нас. Каждый из нас, стоя на этом месте, наверное, задумывается воистину, как сегодня, по-моему, Иван говорил такие слова, что сестра Мария, она уже ушла. И мы вернуть ее не можем. Но нам есть возможность встретиться с ней. И чтобы эта возможность была, нам нужно твердо стоять в том слове, которое сегодня учит и научает нас поступать правильно по Слову Божьему. И есть надежда у нас это, и есть возможность еще исполнить все это. Почему? Потому что мы еще во плоти. И мы способны что-то сделать для того, чтобы встретиться вот такой вот огромной семьей, вы знаете, с сестрой Марией и с родственниками, которых мы, вы знаете, также проводили в этот вечный путь. Я читаю такое место, 14 глава Иоанна. Несколько стишков я прочитаю. «Да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога, и в меня веруйте. В доме отца моего обителей много, а если бы не так, я сказал бы вам, я иду приготовить место вам, и когда пойду и приготовлю вам место, приду опять
и возьму вас к себе, чтобы и вы были, где я. Дорогой брат и сестра, эти слова сегодня ко мне и к каждому из нас. Я думаю, Господь, как говорит здесь, пойду и приготовлю, Он уже, я дерзну так сказать, что место уже приготовлено для каждого из нас. Но Он сегодня, обращая внимание на свою голубицу, видит, что она еще не вполне готова. А Он говорит: а я же пострадал за вас. Я ж пролил свою святую кровь за каждого из вас. И я желаю, чтобы каждый из вас воистину встретился с теми, которые ушли уже в вечность. Дорогой брат и сестра, есть еще время. Есть еще время сегодня пересмотреть пути свои, чтобы сказать четко и ясно: жив Господь, жива душа твоя, и я буду с тобой и с теми, которые уже перешли в эту вечность. Поэтому, дорогой брат и сестра, мы сейчас помолимся. Мы сейчас помолимся. Собственно, я еще раз хочу сказать не за сестру Марию, которая уже ушла в вечность, а помолимся за тело, которое предназначено исполнить то, что повелевает Господь. Молимся. Боже милосердный, мы благодарим Тебя, мы славим Тебя. Ты достоин хвалы, Ты достоин славы, Бог всемогущий. И ныне, предстоя пред величием Твоим, мы благодарим Тебя, Господи Иисус, что Ты, Господи, совершаешь все то, что определено для нас, Господь. И мы благодарим Тебя, Господи Иисус, что это земное поприще Ты даешь перенести, Господи Иисус, поистину с той силой, которую, Господи, не способны мы сами понести. Но Ты, Господи, дал Дух Святой, который живет во внутренности нашей, и Он способен помочь каждой душе. Поэтому просим Тебя, благослови нас далее, Господь. И в эту минуту, Господь, в эти минуты переживания, Господь, но, Боже, и здесь Ты способен утешить, Господи, сердце каждое. Аллилуйя Тебе слава. Почему? Потому что Ты есть Бог утешитель. И мы сегодня слышали слова, Господь Иисус, что слова утешения таковы, что, Господи, есть надежда, чтобы встретиться со всеми теми, которых мы уже, Господи, проводили вечность. Поэтому благослови каждую душу и каждое сердце, утешь нас, Господи Иисус, и дай нам силы, Господь Иисус, чтобы, Господи, пройдя этот путь земной, Господи, достичь той вечности, в которую Ты определил каждого из нас. Поэтому да будет имя Твое благословенно, прославлено, возвеличено. Ты достоин, единый наш Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. Сейчас уже во время общего пения, то я думаю, дети, кто внуки хотят, последний раз пройдете мимо тела, попрощаетесь, и уже закроется гроб, и уже когда готовы, то понесете на место погребения. Благослови Господь. Если мать еще жива,
Там смело
We're going to be going this way.
Я читаю место Писания, Бытие, 2 глава, 7 стих. «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лице его дыхание жизни, и стал человек душою живою». И Екклесиаста, 12 глава, 7 стих. «И возвратится прах в землю, чем он был, а дух возвратится к Богу, который и дал его». Слава Господу! И мы молитвенно предадим тело, прах, из которого оно было создано оригинально, а дух уже Бога. Помолимся. Господь Боже Иисус, мы перед Тобою. Господи, мы еще здесь в пути. А наша возлюбленная сестра, родственница, близкий нам человек, сестра Мария, уже у Тебя, Господь Боже. И Слово Твое гласит, что таков конец каждого человека, Боже, и дела идут вслед за ними. И мы живем надеждою и верою, что приближается тот день, когда мы все встретимся на облаке, Боже, и будем вечно с Тобою. Но мы еще в пути, а кто-то уже достиг. Помоги нам жить достойно, ходить перед Тобою свято и непорочно, чтобы день тот не застал нас, Господь, врасплох, но жить достойно, с готовностью, в бодрствовании, в молитве, Боже. А тело нашей сестры Марии мы предаем прах земной, из которого оно было взято. И мы просим благословения на всех нас, живущих здесь еще на земле. Славим Тебя, что Ты есть Искупитель наш, и нет другого имени под небом, которым спаслись бы мы, кроме Тебя, Иисус. Аллилуйя! Хвала Тебе за все, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа со всеми нами. Аминь. Пожалуйста, общий псалом, и уже во время псалма тело будет Хочу домой к Иисусу, а там, где радость и покой, мое наследие, дом святой, мое наследие, дом святой. Хочу домой к Иисусу. Здесь дом построил сам Господь. Хочу домой к Иисусу. Он прекрасен, как Господь. Хочу домой к Иисусу. Когда мотор не побежден, там вечно буду я спасен. Там вечно буду я спасен. Хочу домой к Иисусу. Когда мотор не побежден, там вечно буду я спасен.
братья и сестры, сердечно благодарим вас всех, которые пришли разделить с нами эту скорбь. И мы понимаем, как по-английски звучит, это праздник жизни. Мы понимаем, что наша мама, она пошла в вечность. И сейчас мы просим всех, кто здесь находится, приехать обратно в церковь, и у нас там будет обед для всех. И мама будет очень рада, что вы все придете и отправите ее в последний путь. Будьте благословенны и благодарим вас всех, кто пришел на это место. С миром Божьим, потихонечку, аккуратно, машин много, то будем уже выезжать и направляться обратно в церковь. Благослови Господь.